Внимательный зритель телеканала «Пятница» заметил сам, а тем, кто не уследил, рассказываю. Мы устроили кастинг, чтобы любой человек смог испытать на себе пробный переезд. Я иду на встречу с девушкой, которая несколько недель назад переехала в Якутск. Всем привет, меня зовут Вероника, мне 29 лет, я из города Москвы. Я буду переезжать в город Якутск. Я была моделью, стилистом, занималась бизнесом. Но после развода я пересмотрела свои взгляды и хочу полностью поменять свою жизнь. Я выбрала Якутск, потому что мне кажется, что жизнь в этом городе кардинально отличается от моей предыдущей. При этом я хочу найти стабильную работу в крупной компании, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне. Да, поэтому я решилась на переезд. Вероник, я так понимаю, работу ты нашла. Да, работаю я здесь, в пресс-центре, в пресс-службе. Устроиться оказалось проще простого. Я зашла на сайт предприятия, там свыше 50 открытых вакансий, отправила резюме. И после собеседования получила работу. Переезд мне обошелся недорого. Есть отличная возможность компенсировать траты. Компании Якутии возмещают расходы тем, кто переезжает сюда работать. Когда приезжаешь, тебе выдают двойную зарплату и дают неделю оплачиваемого отпуска, чтобы обустроиться. Так, вот мой кабинет. Как коллектив вообще? Несмотря на то, что я здесь относительно недавно работаю, очень комфортно себя чувствую. Девчонки все оказались очень добрыми и отзывчивыми. Они чувствовали, что иногда я немного нервничала и постоянно меня поддерживали, создавали уют. Чай будем. Это головной офис. Какие все заботливые. Вообще, жизнь в Якутске оказалась совсем другой, нежели я представляла. Здесь могут произойти какие-то совсем невероятные вещи. Как у нас проходят обеденные перерывы? Мы на шествие. Да, класс! То есть можно сказать, что ты уже освоилась, и ты, считай, дома. Как освоилась? Поначалу меня вообще очень жестко крыло. Разница во времени между Якутском и Москвой 6 часов. Я была абсолютно счастлива и рыдала при этом, и не понимала, почему. А это тот джетлаг действует. Второй день неполный пошел у меня. Я себя чувствую нереально счастливой. Это мой способ вообще почувствовать мир. Еще очень важно отметить, что я еще из Москвы через интернет нашла здесь, в Якутске, отличную квартиру. Но не учла один момент. Тут нереально топят батареи. Кажется, что это мелочь, но с закрытым окном жарко, открываешь его очень холодно. А в какой момент отпустила? Когда произошло принятие, расслабление? Есть забавная история. Девчонки с работы мне сказали, чтобы понять, чем живут якуты и как устроена их жизнь, надо обязательно сходить на местный рынок. Я таких эмоций никогда не испытывала. Там стоят замороженные полутораметровые рыбины, лежат туши оленей, продаются утки, кролики и даже зайцы. В этот момент я поняла, что это абсолютно другая планета. Джетлаг прошел, и началась новая жизнь. Я вот на это все посмотрела и поняла, что здесь как будто другая вселенная. Слушай, у меня есть для тебя новость. Я рада, что ты сегодня приехала. Поехали со мной, я тебе кое-что покажу. Что касаемо температуры все-таки. Со мной было впервые минус 37. Вот и как я этого ощущение. очень боялась. Да. На самом деле холод тут ощущается как-то по-другому. С одной стороны холодно, а с другой воздух очень сухой. На самом деле можно привыкнуть, но и одеваешься особым образом. Во-первых, внизу термобелье. Сверху у тебя твои обычные штаны, которые ты одеваешь, там, джинсы, не знаю. А сверху еще одни штаны теплые. А потом я увидела, что здесь люди в такую температуру просто купаются на улице. Девушка! Обалдеть! Любимая процедура супруга. Я просто в шоке от того, что происходит. Минус 30 на улице. Вы это взяли купальник? Нет, пока. И сейчас тебе уже ок. Нет, я нет. Я еще не адаптировалась. Заболтавшись, я не заметила, как Вероника привезла меня к своему сюрпризу. Всю жизнь хобби Вероники было кино. И здесь, в Якутске, она смогла реализовать свою мечту. Собственно, понятно, да. Это съемочная площадка. Работаем.
В Якутске очень удобно совмещать основную работу и хобби. Здесь сокращенная 36-часовая рабочая неделя для женщин и дополнительный оплачиваемый отпуск. У Вероники была мечта побывать на съемочной площадке в кино, и она смогла найти на это время без отрыва от основной работы. Вероник, ну что, как впечатление, когда мечты сбываются? Когда я сюда попала, я поняла, что нет ничего невозможного. Для тех, кто профессионально занимается творчеством, Якутск и правда идеальное место. В 2022 году тут открылся креативный кластер «Квартал труда». Первая в России площадка, созданная в условиях территории опережающего развития специально для творческих индустрий. На более чем 14 тысячах квадратных метров создан город в городе с полноценной инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. Твой пробный переезд в Якутск станет ли непробным? Думаю, да. Прошло всего несколько недель, а моя жизнь изменилась кардинально. Надо столько еще успеть понять в якутском укладе жизни. В Якутском. Именно да.